Фестиваль остинских пирогов уже стал традиционной площадкой в праздновании Дня города и республики и неизменно становится точкой притяжения для горожан и гостей столицы. С сыром, мясом, тыквой, яблоком, капустой и фасолью всего 9 видов. Выпекают национальное блюдо на дровах. Пироги здесь готовят с душой и хорошим настроением. На сегодняшнем празднике мы печем картофчинта вместе со студентами. Как видите, хотя бы вот по количеству людей, которые стоят в очереди, наверняка им наши изделия нравятся. Мы используем, смесь молока и воды, чтобы тесто было более мягкое. Тут, как вы видите, тесто мы здесь замешиваем. Какие-то начинки, конечно, мы что-то уже, картофель, например, отварной привезли с собой. И здесь уже соединяем вместе с сыром и порционируем, и формуем уже из них пироги. Фестиваль остинских пирогов стал уже традицией. Сами остинские пироги, которые являются для нас сакрально очень важными, привлекли к себе столько внимания и столько людей просто в этот день приезжают из других городов, в ракурсе туристов, в ракурсе гостей нашего города. Задача выполнить и испечь неполных 3000 пирогов – это сложная задача, с учетом того, что мы находимся на неприспособленных участках. Но мы эту задачу выполним. Мы постараемся всех накормить, мы постараемся уделить внимание каждому. Все это делается руками студентов и преподавателей нашего учебного заведения. Помимо традиционных пирогов с различными начинками, гости праздника смогли продегустировать зыка и шойфухта. Блюда пришлись по душе даже самым взыскательным гурманам. Очень приятно, очень вкусно, все очень хорошо организовано. Пироги очень вкусные, взяли еще домой. Большое спасибо тому организаторам этого мероприятия. На соседней площадке национальные танцы свое мастерство и таланты показали творческие коллективы из разных районов республики. Для юных гостей праздника развернули парикмахерскую под открытым небом. Прически и укладки на любой вкус создавали студенты Владикавказского многопрофильного техникума. А самые маленькие смогли принять участие в мастер-классе по рисованию. Я нарисовал море и песок. Мне помог учитель. Мне здесь очень нравится. Коллекция ретро-автомобилей окунула горожан в атмосферу давно минувших лет и стала популярной фотозоной. Рядом выставка спецтехники МЧС, которая вызвала большой интерес у детей. Каждому хотелось забраться в машины и почувствовать себя настоящим спасателем. Гости праздника смогли познакомиться с тонкостями древнего текстильного искусства войлоковаляния. Процесс, по словам ремесленников, трудоемкий и тонкий. Чтобы детям показать, как делаются большие шапки, мы делаем сегодня маленькие, на кукол. Весь процесс они с удовольствием изучают. Если большая шапка, конечно, это 1,5 часа где-то нужно вот такие монотонные движения. Надо свалять ее так, чтобы, как говорили в древности, в шапку можно было налить воду и выпить из нее. Тогда вот она хорошая. Она не меняет форму после стирки, после намыкания. Это настоящая шапка. Без клея, без ничего. В Центральном парке настоящая страна нартов. Взбить мишень мечом, попробовать свои силы в поединке мешками или пройти по узкой полосе, удерживая равновесие. А у летней эстрады сегодня был осенний кинотеатр. Все желающие могли посмотреть старые остинские фильмы. Пройти мимо этой площадки просто невозможно. Аппетитный аромат и дым притягивали горожан на фестиваль гриля. Разнообразие праздничных мероприятий не оставили равнодушными никого. Мне очень нравится всегда проведение этого мероприятия. Мне кажется, оно очень значимо вообще для жителей республики. Сегодня немножко погода подвела, но это не мешает людям. На самом деле очень много хороших, талантливых деток, которых мы сегодня имеем счастье наблюдать. И очень хорошо организовано все. На самом деле все довольны, видно, что всем нравится и кухня, и нравятся танцы. И мне кажется, что это очень важно проводить вот такие мероприятия для молодежи. Да и не только для молодежи, кстати. Форум «Креативные выходные. Новшества» в праздничной программе. Спикеры как из Осетии, так и из других регионов страны обсуждают креативные индустрии. Архитектура и урбанистика, искусственный интеллект, цифровое искусство, кино и анимация. Само мероприятие для нас это новшество, и мы думаем уже над тем, как его делать на следующий год. У нас порядка, на этот час, я думаю, 110 тысяч уже просмотров в социальной сети. Трансляция прямая идет второй день. Люди подключаются из разных городов, смотрят.
потому что формат сам этой площадки, он не предполагает обязательно большое количество зрителей в зале. Люди смотрят именно онлайн, люди пересматривают позже, и для нас важно, чтобы этот материал остался как методический для тех, кто захочет пересмотреть, переслушать этих специалистов. Ребята, которых мы пригласили, они все открыты, все готовы, и мы уже с ними тоже обсудили несколько проектов, которые мы будем делать в рамках 240-летия города, наверное. Поэтому такие площадки очень важны, очень нужны, в первую очередь для молодежи, чтобы она почувствовала, что есть те направления, которые могут, может быть, изменить их жизнь. Большого праздничного концерта в этом году не будет, но площадки будут открыты для гостей до вечера. Алина Хайсаева, Давид Костанов, 15 регион.